Мендо, дорогие друзья, мы находимся на одном из священных мест нашей республики, близ поселка Гашумбургуста, возле Хамура, который так и называется Чера. На этом месте раньше располагался большой буддийский монастырь, в котором монахи получали высшее духовное образование. Мы по-калмыцки называем этот хурул Цанит Чера хурул. Цанит Чера – это два тибетских слова. Цанит означает буддийскую философию, Чера означает дебаты. То есть именно в этом монастыре наши монахи, гелюнги, путем философских дебатов постигали глубокую буддийскую философию. Раньше наши калмыцкие гелюнги получали высшее духовное образование в Тибете. Конечно же, монахи также обучались и в хурулах по нашей республике, но мы говорим именно о высшем духовном образовании. И до этого в республике Калмыкия не было таких буддийских высших учебных заведений. И в начале 20 века в Калмыкию приехал тогда представитель его сиятельства Далай-ламы 13-го в России Агван Доржиев, который был родом из Бурятии. И вместе с нашими высокими буддийскими монахами, такими как Баомбадма и другими, было принято решение в республике Калмыкия построить вот такую духовную академию, где бы монахи Калмыкии имели возможность получать высшее духовное образование. Итак, в 905 году было принято решение в этом месте построить монастырь Цанит Чера. Началось строительство, и уже в 1907 году монастырь Цанит Чера открыл свои двери и уже начал обучать первых студентов-монахов. Цанит Чера – это два тибетских слова. Цанит означает буддийскую философию, и Чера – это диспуты. То есть буддийские монахи постигают глубокую буддийскую философию путем диспутов. Такая система, она зародилась еще в Древней Индии, еще в древнем монастыре Наланда, в котором как раз зарождались вот эти наши философские школы, где монахи постигали буддийскую философию путем анализа, логического анализа и путем диспутов. Дело в том, что наше монастырское образование, которое традиционно обучались все буддийские монахи нашей школы, оно как раз основано именно по этой системе. То есть монахи, изучая буддийскую философию, не просто читают книги и запоминают, что написано в книге. Этого недостаточно. Для того, чтобы как можно глубже понять буддийскую философию, нужно подвергнуть те слова, которые написаны в книге, логическому анализу. И именно для этого монахи на разные темы начинают философский диспут. То есть мало просто прочитать в книге, например, что существует следующая жизнь. Для этого нужно прийти к этому пониманию путем как раз аналитического мышления, путем философского диспута. Именно для этого монахи постоянно оттачивают свое мастерство в философских дебатах, для того, чтобы глубже понять буддийскую философию. Поэтому основание такого монастыря, как Цанит Чера хурул, стало еще одной такой ступенью в развитии буддийского учения в калмыцком народе и показатель как раз-таки уровня буддийского учения, буддийской дхармы на калмыцкой земле. К сожалению, сейчас не осталось практически каких-либо документов или живых свидетелей, которые могли бы рассказать нам, как именно работал этот хурул, какие здесь преподавали учителя и кто были выпускниками этого Цанит Чера хурула. Но по следам от фундаментов мы можем примерно представить, каких масштабов был этот хурул. Мы насчитали около 56 домиков, где проживали монахи, и они были расположены в строгой геометрической форме, и наверху располагался главный сюме или главный храм. И сейчас современные калмыки, мы потомки этих людей, отдавая дань уважения, почтения буддийскому учению, которое здесь преподавалось, воздвигли на этом месте Зулунгер. Зулунгер – это такой небольшой молельный домик, в котором верующие подносят свои лампадки. Мы специально выбрали именно это место, где находился сам храм, и примерно рассчитали, в какой части находилась алтарная часть этого храма. И на этом же месте возвели этот Зулунгер. То есть сейчас верующие все приезжают и возжигают лампадки как раз именно в том месте, где когда-то, в начале 20-х годов, наши гелюнги, которые обучались в этом хуруле, также возносили лампадки нашим бурханам. Кроме того, мы сделали здесь небольшой комплекс силами местных верующих, поставили место для проведения обрядов, таких как газыртекелган, обрядов подношения санга-защитникам, и, собственно, место, где монахи сидят и проводят эти обряды. Кроме того, множество верующих приезжает сюда для того, чтобы повесить кюмюрын или флажки удачи вокруг этого Зулунгер. То есть, тем самым сейчас современные калмыки, верующие,
помнит это место и продолжает именно на этом месте почитать наших бурханов, продолжают возносить свои молитвы, совершать обряды, как это было когда-то в начале 20 века. Хамакентин жарлын болон жерлеген өсөлөт усхаболха, хамакентин золон болон золонген эснеси хасхаболха, хамакентин золонго гажыласы эсхасхабол, хамакентин кол өрөдө жакыр шакырасы хасын төшөсөлөт бэхаболха, хамакентин жарлын болон жерлеген өсөлөт усхабол, хамакентин золон болон золонген эснеси хасхаболха, хамакентин золонго гажыласы эсхасхабол, хамакентин кол өрөдө жакыр шакырасы хасын төшөсөлөт бэхаболха, хамакентин жарлын болон жерлеген өсөлөт усхабол, хамакентин золон болон золонген эснеси хасхабол, хамакентин золонго гажыласы эсхасхабол, хамакентин кол өрөдө жакыр шакырасы хасын төшөсөлөт бэхаболха.